С каждым годом растет количество выпускников международного образовательного учреждения САПАТ, которые получают золотые сертификаты, дающие право поступать в любой вуз страны. Азат Сулаев – один из выпускников лицея САПАТ, который в настоящее время работает в американской компании Broadcom Incorporated, производящей чипы для разных технологий. Здравствуйте, мы сейчас находимся напротив моей компании Broadcom. Я уже 5 лет работаю в этой компании. Когда я начинал работать, она еще называлась Avago Technologies, но со временем название компании поменялось. Вот я начал работу после того, как я окончил докторантуру с 2014 года. В нашей компании есть несколько зданий по Сингапуру, но я здесь работаю именно здесь. Это рядом с границей с Малайзией. Азат Сулаев на вступительных экзаменах в турецкий лицей занял 3-е место и прошел на бюджет. Во время обучения Азат увлекся физикой и участвовал в международных олимпиадах в Шанхае, Сингапуре и Тегеране. В лицее Азат попал в экспериментальный класс. Именно в том году решили поместить в один класс 28 лучших учеников по итогам вступительных экзаменов. С 8 класса Азат увлекся точными науками. Ему нравилась физика, он стал участвовать в городских олимпиадах по этому предмету. Затем Азат стал участвовать в азиатских олимпиадах по физике в Алма-Аты и Шанхае, международных олимпиадах в Сингапуре и Тегеране. Подготовка к олимпиаде сильно повлияла на Азата Сулаева. Я провел много времени в кругу замечательных, умных и необычных школьников Кыргызстана. Мы своими глазами видели, как самые умные школьники Кыргызстана добивались успехов. Я увидел много сильных преподавателей, которые помогли нам много познать, заявил Азат. На Олимпиаде в Сингапуре Азат удостоился бронзовой медали. Олимпиада проходила в кампусе Nanyang Technological University, одном из самых современных и красивых университетов мира. Медалистам они предлагали поступить в университет без вступительных экзаменов. Азат воспользовался этим предложением. Стипендия Азата была небольшая, но позволяла работать над научными проектами разных профессоров и за это получать дополнительные средства. Образование в лицее дало мне очень многое. Начиная с 8 класса я записался на подготовку по олимпиадам по физике. И эта олимпиада дала мне очень многое. Я познакомился не только с талантливыми учениками со всего Кыргызстана, будь то Ош, Джалалабад, Бишкек. Я еще встретил очень много сильных учителей. И благодаря олимпиадам мне удалось побывать в 4 разных странах последние 2 года лицея. Это Сингапур, Иран, Китай и Казахстан. Именно олимпиада в Сингапуре была для меня заветной, так как мне удалось выиграть бронзовую медаль на той олимпиаде. И университет в Сингапуре, Nanyang Technological University, они брали всех медалистов без приемных экзаменов. Тебе нужно было просто подать на универ, и они брали. И что хорошо, в Сингапуре Министерство образования предлагает всем студентам 80% обучения покрывают они. Взамен ты должен после окончания универа ты должен 3 года работать и жить в Сингапуре. А остальные 20% обучения мне удалось покрыть за счет стипендий, которые дал мне универ. Азат говорит, что Национальный технологический университет Nanyang Technological University является одним из самых красивых университетов мира. Для учащихся созданы все условия для развития. Первые годы были сложными из-за того, что сингапурский английский на звук очень сильно отличается. Но в итоге Азат смог окончить вуз и продолжить докторантуру в этом же университете. Учеба в докторантуре была сложной, но Азат справился. Его научный руководитель написал Азату впечатляющую рекомендацию. Это главный корпус моего университета, Nanyang Technological University. Здесь я провел 7 лет своей жизни. И сегодня мы как раз таки приехали, чтобы показать вам университет. Сзади находится главная библиотека. И это как бы называется главный северный корпус. Он такой большой, там дальше есть южный корпус. Этот универ имеет одну из самых красивых кампусов в мире. Образование в Сингапуре довольно-таки сложное, потому что у них
Обучение очень интенсивное. Каждый семестр это где-то 4 месяца. 3 месяца это обучение и 1 месяц это полностью экзамены. То есть ты должен быстро успевать за лекциями, еще и сдавать разные ассайменты и быстро подготовиться к финальным экзаменам. Если ты не успеваешь, ты можешь провалить многие экзамены. И к тому же Сингапур очень дорогой город. Ты не только должен интенсивно готовиться к экзаменам, ты еще должен решать свои финансовые проблемы. И в этом плане, я бы сказал, мне было довольно-таки сложно и бакалавр, и я бы сказал, я не окончил с самыми лучшими оценками. Но мне удалось поступить и продолжить докторантуру в этом же университете. На докторантуре здесь универ платит студентам где-то $2000 в месяц. Для Сингапура это более чем достаточно. И так как у тебя нет финансовых проблем, на докторантуре ты можешь полностью сконцентрироваться на своем обучении. Но я бы сказал, что профессора азиатские, они намного строже, и с ними работать довольно-таки сложно. И на докторантуре приходится практически 7 дней в неделю, 24 часа работать, чтобы достать результаты, чтобы ты мог успешно закончить, чтобы ты мог закончить свою тезисную работу и получить диплом. Мы сейчас находимся в южном корпусе нашего университета. Университет у нас просто огромный. И я бы сказал, что кампус нашего университета является одной из самых красивых кампусов мира. Как вы видите, это очень зеленый университет, и к тому же он был построен на территории сада, и территория просто огромная, чтобы добираться из одного места в другое. И вы должны пользоваться автобусами, здесь бесплатные автобусы вокруг ходят. И как видите, это южный корпус, там дальше еще есть северный корпус, точно такой же дизайн, но он находится напротив университета. И здесь в основном занятия и аудитории для лекций. Напротив нас самая большая аудитория, там находится, там, наверное, поместится где-то 1000 человек, если я не ошибаюсь. Мы находимся на территории Nanyang Technological University. Это мой университет, где я провел 7 лет своей жизни. 4 года я учился на бакалавра по физике и 3 года на докторантуру по прикладной физике. И как раз таки мы сейчас находимся в факультете физики и математики. И вот именно в этом здании я и учился. Универ сам большой, я хотел вам показать большие главные корпуса, но там сильный дождь идет. И я скорее просто видео сделаю там и вам покажу. Написав тезисную работу, Азат долго искал работу, но его ожидания оправдались. Бывшие студенты его научного руководителя помогли Азату. В одной компании освободилась должность инженера, куда Азата и взяли на работу. Работу я начал искать еще в докторантуре. У меня был такой договор с моим профессором, что я должен сначала закончить свою тезисную работу, потом я мог искать работу, потому что в универе у них такое правило: если ты сдаешь тезисную работу, они режут твою стипендию, а без стипендии в Сингапуре выжить сложно. И вот где-то в начале 2014 года я закончил свою тезисную работу, и я начал искать работу. Вот примерно я начал искать в январе и нашел где-то уже в августе этого года. И мне это заняло где-то 8 месяцев. В начале года в универе обычно проходит очень много ярмарок вакансий, где многие компании Сингапура приходят, ты с ними можешь познакомиться, они предлагают свои вакансии, ты можешь как бы сразу на месте дать им свое резюме, и даже можешь дать, они могут у тебя взять интервью, и если ты им понравишься, они могут тебя взять. Многие мои знакомые тогда говорили, что нужно отправить как минимум 100 резюме.
да, чтобы найти работу, потому что Сингапур такая маленькая страна, и у нее такое население большое, примерно 6 миллионов, так же как и в Кыргызстане, но страна намного меньше. Хоть и огромное количество больших компаний, но все равно я считаю в Сингапуре средний класс. Это такой образованный, конкурентоспособный такой слой населения. И все равно здесь найти работу все-таки сложно. Даже вот у меня был диплом докторантуры, мне тоже было сложно. Я тоже вот на 100 вакансий отправил свое резюме. И в итоге, если ты отправляешь на 100 вакансий резюме, у тебя где-то, наверное, будет 5-10 интервью из 100. И у меня вроде бы было где-то 5 интервью. И, как ни странно, вот из всех вакансий, которые я нашел, вот я анализирую в данное время, да, из этих 100 вакансий, оказывается, самый лучший вариант был именно моя нынешняя компания. Так-то по судьбе. И тогда, вот представьте, интервью у меня было на мою компанию только один раз. Это длилось где-то 4 часа. Вот обычно сколько длится интервью? Наверное, где-то полчаса или час. Вот из 5 интервью, на которые меня приглашали другие компании, да, примерно так и длилось, не больше часа, наверное, где-то максимум 40-45 минут. Но в других случаях или же я им не подходил, или же я сам отказывался. А вот моя компания, я на них вышел где-то в августе этого года. Вот я 8 месяцев искал работу, и где-то в июле я узнал, что вот эта компания, тогда она называлась Avago Technologies, они ищут, у них есть вакансия. Наша компания обычно редко нанимает новых работников, потому что многие работники, они довольны своей работой. У нас вроде бы в среднем мои коллеги уже 20 лет работают в компании. Есть даже коллеги, которые, представьте, 48 лет работают в компании, с 18 лет даже, наверное. Вот одна коллега такая есть, которая собирается в этом году на пенсию. И тогда посчастливилось, что один инженер решил уволиться. И тогда летом эта компания Avago Technologies начала искать нового инженера. И тогда я на них вышел. Я отправил им свое резюме. Меня пригласили на интервью. Интервью длилось 4 часа. И после 4-часового интервью, когда я вышел, я уже примерно предполагал, что меня возьмут на работу. И что забавно, в тот день шел дождь. И когда я шел на интервью, у меня был зонт, и когда я вошел в лобби, у нас обычно там один охранник сидит, я ему оставил свой зонт. И представьте, 4 часа интервью, я выхожу, после 4 часов я практически забыл про свой зонт, и уже дождя не было, я ушел. Это было где-то в августе. Примерно через несколько недель ко мне позвонили из HR, сказали, что меня берут на работу. Я должен был начать работу где-то в октябре. И это получается 2 месяца, да, интервью и начало работы. И когда я пришел на работу, первый же день, вот этот охранник, оказывается, сохранил мой зонтик, и он мне вернул этот зонтик. Напоследок у меня есть 2 совета для лицеистов. Первое. Хорошо изучайте английский язык. Сейчас идет всемирная глобализация. И я считаю, что для современного человека знание английского языка очень важны. Когда вы выйдете за рубеж, увидите весь мир, то вы поймете, насколько английский язык важен, чтобы вы интегрировались в современный мир. И второе. Вот сейчас идет цифровизация, интеграция IT-технологий во все сферы нашей жизни. И я считаю, что для современного человека базовые знания программирования и IT-технологии очень критически важны. И это независимо, какую профессию вы выберете. И я лично советую вам, если вы выбрали какую-то профессию, изучайте ее, и вдобавок изучайте английский, и еще и какие-то языки, базовые языки программирования. Вот, к примеру,
почему во многих компаниях интеграция IT-технологий плохо идет. Потому что в этой компании специалисты, они хорошо знают свою специализацию, у них хорошие научные технические знания, но они не разбираются в IT-технологиях. И если эта компания пригласит айтишников, айтишники наоборот, они знают программирование, но они не знают зачем, как и почему в этой компании все работает. У них нет технических знаний. А если в этой компании есть специалист, который по профессии все знает эту сферу, но еще и умеет программировать, этот специалист практически бесценен для своей компании. Это такое очень важное звено всей компании. Вот, например, по своей работе я бы сказал, мы производим полупроводниковые чипы, и эта индустрия такая, если, например, ты произвел чип с дефектом, ее невозможно исправить, ты должен уже все эти дефектные продукты выкинуть, и компания теряет огромное количество денег. И производство обычно происходит 24 часа, 7 дней в неделю, безостановочно. Например, реакторы, над которыми я работаю, они за один раз могут произвести где-то 500 000 чипов. Это материал на 500 000 чипов. Вот представьте, и в high-tech industry обычно они используют огромное количество сложных инструментов, машинок, которые производят огромное количество данных, которые приходят в разных форматах, которые находятся в разных компьютерах. И если у тебя нет знаний программирования, ты должен все это собирать, ты должен каждый день терять несколько часов, чтобы прорыться через огромное количество этих цифр и найти нужную информацию. И это не очень эффективная работа. А если ты знаешь какие-то базовые программирования, ты можешь создать систему, которая может на месте анализировать данные и на месте тебе давать информацию нужную, будь то через email или SMS. И как инженер ты можешь делать решения очень быстро и эффективно. И вот представляете, если инженер неэффективен, он должен прорыться через огромное количество цифр, потом только принимать решения, он потратит очень важное время. И за это время огромное количество материала, который производство производит, оно дефектное. И компания теряет огромное количество денег, время, и ты можешь потерять свою работу. И тогда подумайте, тот инженер, который знает IT-технологии, он настолько бесценен для компании. Если компания идет сокращение, они готовы всех уволить, но оставить именно вот этого инженера, который побрал себе все нужные знания. И по моему опыту я скажу, такие специалисты очень редкие. Например, по моему опыту, как я замечаю, в разных группах, если там есть 5-6 инженеров, менеджеры пытаются хотя бы одного инженера иметь, который знает технические, научные знания, еще и знания программирования. Вот этот инженер и создает все системы, которым пользуется вся группа. И когда кто-то в лишней группе нужно уволить, они всегда увольняют тех, кто не знает вот этих систем программирования, IT-технологий. А инженер, который все знает, он самое важное звено. Так что запомните, для современного человека знание английского языка и IT-технологий очень критически важны. Сейчас Азат работает в американской компании, которая производит чипы для разных технологий. Он производит светодиоды, которые используются в электрических линиях разных машин, будь это автомобили, лифты. Азат говорит, чипы, которые производит компания, являются лучшими в мире. Они используются в машинах Tesla или даже в спутниках НАСА. Если вы заметили, прямо в входе в лобби вы видите такой домик. Это вся производственная система изображена в виде дома. То есть она должна помогать всем работникам понимать, чем мы занимаемся здесь. Почему именно дом? Эта система была придумана в Toyota,
И как бы они изображали свою систему в виде дома, потому что дом это самая простая структура, которая понятна всем. У дома есть свои фундаменты, есть как бы колонны, и есть внутри как бы что-то выходит из дома, да? И если как заметили, например, два фундамента hourglass и high-gloss margin. То есть, когда вы приходите каждый день на работу, вы должны понимать, что есть два фундамента, почему вы работаете. High-gloss margin – это как бы в финансовом плане, вы здесь работаете ради денег. То есть мы работаем, чтобы прокормить свою семью, как бы, чтобы у нас дома был хлеб. И hourglass, то есть мы работаем ради себя, для своего развития. Если вам работа не нравится, то зачем работать, да? То есть каждый день, когда вы приходите по всем дисциплинам, фундаментам и колоннам, вы должны как бы понимать, что это ваш выбор и чем вы занимаетесь здесь. Как видите, здесь по разным месяцам, здесь фотографии с разных как бы событий, случаев. То есть это могут быть тренинг или даже вот недавно декабрь, да, Рождество, Christmas Celebration, или же у кого-то день рождения. И вот здесь как бы вы можете увидеть все разные вот мероприятия, и каждый, кто проходит, может увидеть, что происходит внутри нашей компании. То есть это такой живой уголок. Это наша маленькая кафешка, где обычно наши операторы, у них чаепитие, обед, они здесь кушают. И как вы видите, здесь есть микроволновки, вода, есть кофе, чай для нужных людей. И вот, если заметите, там вдали эти небоскребы, это уже Малайзия. Все наши операторы, в основном, они идут с Малайзии. Они каждый день автобус привозит их. И у нас есть две смены, дневная смена и ночная смена. Вот автобус каждый день их привозит и отвозит в Малайзию. И как видите, это очень близко. Граница буквально рядом. И если заметили, здесь это красное-белое здание, это как бы ТЭЦ Сингапура. Он работает на газе и производит электричество. Это мое рабочее место. Все эти 5 лет именно здесь я работал. Если заметили, у нас офис такой открытый. Ты можешь свободно разговаривать, как бы сотрудничать с другими инженерами. Наша производственная линия находится за той стеной. К сожалению, я не могу вам показать нашу производственную линию, потому что там много секретных технологий, много как бы инструментов, которые мы не можем показать. А так наш отдел в основном занимается производством полупроводниковых структур. То есть мы производим именно оптические структуры, лазеры, фотодиоды. Именно я произвожу фотодиоды для разных электрических связей. То есть они используются в машинах, будь то поезда или спутники. И вот, как вы видите, вот мое имя. Если вы заметили, здесь зеленый знак, а за ними стоит уже красный знак. То есть это означает, что наши офисные места проверяются на чистоту. И мы не можем как бы свое место держать в бардаке. Каждую неделю мои коллеги проверяют, и они смотрят, и они дают оценку, у тебя чисто или нет. Так как для нашей компании такая методология 5S, тоже она как бы заимствована от японской системы, они как бы верят в то, что если ты будешь держать свое место в чистоте, то есть у тебя весь процесс, вся производственная линия, если ты будешь пользоваться этой методологией, вся производственная линия будет намного лучше. Найти работу после учебы, даже в Сингапуре, я бы сказал, довольно-таки сложно. Когда я уже окончил свою тезисную работу, я где-то полгода искал работу. Здесь многие говорят, что нужно где-то 100 резюме отправить, чтобы у тебя был какой-то шанс найти какую-то работу. И вот, но в основном, если увидите, мы сейчас как раз таки
в такой январе месяце в универе проходит очень много таких мероприятий, где такие большие компании, они приходят, и ты с ними можешь ознакомиться, потом ты можешь даже с ними на месте подать свое резюме, они могут даже на месте интервью у тебя взять, если ты им понравишься. Многие из них готовы как раз таки тебя взять на работу. Но как я нашел работу, в основном я тоже на таких мероприятиях подавал на разные компании, я давал им свое резюме. Но в итоге у меня было несколько интервью. У меня, например, даже с этой компанией интервью было. Они в основном занимаются находкой нефтяных залежей. Но в основном все эти интервью у меня были такие, они неудачные. Азат Сулаев отмечает, что рано или поздно приедет в Кыргызстан и будет здесь работать.